Светлана Васильевна, скажите, пожалуйста, что такое любовь? Но второй вопрос вы мне очень интересно задаете. Значит, как человечество понимает, что такое любовь? И как, может быть, я понимаю, как я хочу передать студентам, что это такое. Вы знаете, в слове «любовь», как и в слове «учитель», есть одно целостное понятие, потому что любовь – это практически все, чем владеет пространство, Вселенная, человек. Именно человек, человеки, люди, каждый человек. Но это состояние души, когда ты должен передать свое чувство любви и принять это чувство любви, очистить пространство, чтобы пространство было светлым, ярким, красивым, чтобы деревья расцветали, чтобы дети любили друг друга, чтобы родители любили детей. Но вот такое единение, которое может быть только при великом благоволении Бога, то есть при животворящем Святом Духе. Вот когда этот дух появляется, свет такой огромный, чувственный в организме человека, вот тогда проявляется любовь. Это не надо играть. Вот едешь в метро, и вдруг зашел в метро, и тебе сразу трое мужчин встают, уступают место. То есть вот от тебя идет такое хорошее чувство к людям. И люди к тебе как бы, и им хорошо от тебя становится. И от них хорошо. И вот это чувство наполнения пространства любовью, оно должно присутствовать всегда. Тогда пространство передает любовь каждому человеку. Вот так мы работать должны с пространством. Мы никогда не должны думать о плохом, мы не должны думать о негативе. Потому что мысли-форма и пространство отвечает тебе абсолютной любовью, когда ты посылаешь делаешь посыл любви к окружающим людям, ко всему. И любовь долго терпит. Любовь побеждает абсолютно все страдания. Ну, как бы повышает свою чувственность. Вот это вот чувство, эмоции, это все великое как бы ощущение любви. Спасибо. Но любовь еще может быть, вот вы спрашивали меня, ваш любимый учитель, вы спрашиваете, целитель. Вот я хотел врач. следующий вопрос задать. Да. В своей профессиональной деятельности вы стали специалистом, то есть и педагогом, и доктором, врачом, целителем. Да. В каком соотношении эти два свойства необходимы для человечества вообще, вы в частности? Знаете, вот удивительная моя жизнь, это вот когда, ну, как бы начинаешь раздумывать, вспоминать все, и думаешь, как это так получилось, что ты врач. Стала работать вдруг в пединституте, открылась кафедра основы здорового образа жизни и основы медицинских знаний. То есть вот как бы я чувствую, что меня провели поэтому. Но для здоровья очень важно понять, что педагог и врач, и вот система образования, без системы образования невозможно оздоровление человека. Человек должен раскрыть сознание свое. А ты помогаешь человечеству, ну то есть студенту, любому человеку, открыть сознание. И когда ты прекрасно, когда это делаешь, тогда открывается его возможности понять, как оздоровить свой организм. Что без сознания, без любви к окружающему пространству, и без любви, без сотворчества к Богу сделать это невозможно. И самое интересное слово «целить». Целостное единство любви, истины, творения. Каждая буква имеет значение. У нас как бы Бог 33, и это Святая Троица. То есть то, что мы изучаем русский язык, великий русский язык, в этом великом русском языке заложена вся информация и Святой Дух. Поэтому, если мы правильно говорим, если мы правильно мыслим, у нас организм, у нас клеточки-то, они разумные. Разум-то находится в другом пространстве. Он же не в твоем пространстве, не в физическом плане, он в другом пространстве. И каждая клетка получает эту информацию. То есть каждая клеточка мыслит. Каждая клеточка может любить. Она чувствует тебя, ты с ней разговаривай. Когда тебе хорошо, ей хорошо. Когда тебе хорошо, и вокруг в пространстве хорошо, и пространство клетки наполняются этой любовью. И они улыбаются, и им хорошо. А вы представьте, информационная система кровь и лимфа, вы представьте, отправить туда другую информацию. Мало того, что там мыслить по-другому,
Но еще отправьте другую информацию в виде алкоголя, отправьте в виде курения, отправьте в виде наркотика. И вы получите человека совершенно с другой информацией. Вы получите заболевание души. В энергоинформационной системе это и есть душа. И потом все проблемы души в том, что у нас нет веры, что у нас нет любви, что у нас нет мудрости. И мы так накапливаем грехи, то, что в православии или в любом другом эгрегоре называется заболевание психики или заболевание души. Поэтому вы представьте, вот идешь по улице, ну даже вот в Москве, я знаю, я в институте своем, мне казалось, что у нас уже как-то вот студенты понимают, что такое нарушить, изменить пространство, изменить свое пространство или возле института закурить. Но иногда здесь прохожу возле некоторых вузов, не буду называть каких. Там студенты, просто запах этот курева, это невозможно просто пройти и думаешь, как же ты не понимаешь, что ты себя уже обжег полностью, клеточки твои мучаются, страдают от того, что ты отправляешь другую негативную информацию, другую. Как они могут любить? Они же хотят любить. Вот. И тогда появляется греховность, появляется и половая патогенная флора, если ты к любви относишься на уровне не сознания, на уровне не эмоций, а на уровне только физического плана. Когда ты перегоняешь энергию кундалини, а дальше-то она не может выйти к духовности, потому что духовности нет. А если нет, то о какой любви можно говорить про детей, которые рождаются этих людей? А ты должна подготовиться к рождению своего ребенка. Ты должна настолько эмоционально любить свои клеточки, чтобы они, наконец, дали возможность появиться совершенно другому, чистому человеку, здоровому. Вот когда общество будет другое. Вот это и есть учительство, это и есть педагогика, это и есть здоровье, это и есть образование, это и есть целительство. Это огромное осмысление, которое, наверное, в цивилизации нашей было всегда. Просто мы это потеряли. У вас есть какие-то поэтические строки по поводу любви? Пожалуйста, будьте добры. Да, мне бы хотелось почитать о любви. И это стихотворение пришло мне в 2000 году. Я стояла у окна, было раннее утро. Мой дом, пятиэтажное здание в Сыктывкаре, и как бы город вдали, а он на горе как стоял. И вот такой снег, такой благодатный снег кружился. И вдруг пошли такие строки. За окнами раннее утро, и чуть-чуть серебрит благодать. Господи, как мне хочется в этих бликах вновь родной пред тобой предстать. Почему вдруг рождаются строки, и стрелой вдруг пронзает мысль, что любовь — это таинство, отче, в жизнь земную ее не постичь, что любовь — это истина, и в какой-то стремительный миг это вечность, блаженство, поэзия, простота и даже одиночество. Нет, не может быть одиночества. В одиночестве благодать. Чувствую мысль, в бесконечность проносится, звучит. Ты слышишь меня опять? Вдруг я слышу голос истины, и слеза прокатилась из глаз. Боже, я благодарна за истину. Сердце чувствует все, бесконечность пророчества, и душа наполняется вдруг. И я знаю, что нет одиночества. Я с тобой, и в мыслях проносится благодать, благодать, благодать. Отлично. Это было потрясающее стихотворение. Но я чувствую, что при этом стихотворении пространство как-то очищается. И идет целительский процесс. Вот здесь становится хорошо людям, когда ты читаешь такие стихи, им хорошо. Вы сейчас проживаете в городе Москва, до этого вы проживали в городе Сыктывкар. Вспомните, пожалуйста, всех тех, с кем вы учились, где вы учились и кто вас учил. Вы знаете, я уже соприкоснулась с тем вопросом, я вам сказала,
действительно о тех людях, которых уже встретились мне в ординатуре, в аспирантуре. Тут я еще не сказала о Гальперине Якове Григорьевиче, который был руководителем моей докторской диссертации, когда я писала свою диссертацию в отношении уже духовных вопросов и разумных, и мира разума. Тогда невозможно было тогда защитить эту докторскую еще в государственной системе, хотя я кандидат наук, государственный доцент кафедры, но это уже я получила докторскую. Я считаю, что это самый огромный труд мой, который охватил 50-летний стаж. Вот. И я вспоминаю свою первую учительницу. Ее звали Нина Дмитриевна Филиппова. Она была... Даже слезы потекли. Это в какой школе, где? А? Это где? Это было в Усть-Се. Это было в Усть-Се. Вы знаете, Господь, наверное, действительно подготовил твой путь. Вот она была очень разумным человеком. Мы были маленькие, что 7-летние дети. Она была очень разумна, ей это было уже 35, может быть. Она была очень разумна. И она как-то нас всех вот выделяла. У нас был хороший класс, замечательная учительница. А потом уже с возрастом была Вера Степановна Чеусова. Блестящий педагог в области литературы. Это уже в Сыктывкаре. Потом была школа номер какая? Школа номер, тогда была вторая школа. Потом я училась в 4-й школе в Сыктывкаре. Там была Нелла Валентиновна Шалаева, там был Никитин Михаил Иванович, это был физик прекрасный. Люция Васильевна Сюткина. Она была хорошим, прекрасным математиком, но она просто по жизни со мной встречалась, как-то вот, как бы наблюдала за моей жизнью. Я не училась по математике у нее, но она была прекрасным педагогом.